Тимур Иванович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Немного странно, наверное, вас все время журналисты беспокоят в зимний период, когда начинается веер. Летняя передышка для Черноморэнерго и для населения Абхазии. Притока воды на Энгургэс пока достаточно для того, чтобы Абхазия самостоятельно себя обеспечивала электроэнергией. Вот такая тенденция обычно до какого месяца продолжается? В этом году сложилось так, что приток на Энгургэс в силу природных условий получился очень плавный, комфортный для наполнения водохранилища и выработки электроэнергии. Вот. Приток у нас обычно где-то июль, август, к концу августа уже приток начинает сокращаться. Вот, и потихоньку идет уже потом сработка накопленной воды, и с учетом притока существующего. На сегодняшний день у нас сложилось так, что мы значительно меньше потребили со стороны Ингура в этом году, чем это было в прошлом году. Где-то на 300-320 миллионов мы взяли со стороны Ингура меньше. Это за аналогичный период прошлого года, вы имеете в виду? Это обусловлено и снижением потребления вообще в Абхазии. Это обусловлено с тем, что Сухумгэс полностью всю свою выработку отдает в наши сети. И это обусловлено тем, что был значительный, больше переток со стороны Российской Федерации в первые зимние месяцы. Вот. И потому такое столько получилось сэкономить по выработке со стороны Ингургэса. Это интересно, то, что Сухумгэс стал полностью отдавать электроэнергию в сеть. Да, с чем это связано? Это договоренность такая? Да, это договоренность. Руководство Сухумгэса пошло на это, она выключила работу майнинг-центра, который находился на Гуне, и практически всю электроэнергию мы сегодня получаем от них. В среднем по году это получается порядка 100-110 миллионов киловатт-часов. Так что это хорошее подспорье для нашей сегодняшней системы. Какая сумма была выплачена за российский переток в осенне-зимний период? 705 миллионов было выплачено нами за конец прошлого года и начало этого года. 240 миллионов это были средства Черноморэнерго, остальные Министерство финансов, Кабмин предоставил. Вот. Сейчас не знаю, к концу этого года какая ситуация сложится, но обратно же нам надо быть всем готовым к тому, чтобы обеспечить страну перетоком. Тимур Иванович, летний курортный сезон практически стартовал, обещает быть очень насыщенным. Правда ли, что по степени употребления электроэнергии в зимний период и в летний период, июль-август, сравнялся с потреблением в зимний период? Это так? Это не так. Единственный район, где можно сказать, что они сопоставимы, это Гагрский район Гагры. Потому что там очень много объектов туризма, размещения, инфраструктуры сопутствующей. Вот, у нас даже есть одна подстанция, которая находится в Перегрузе, в Гаграх. И в летнее время тоже там есть много объектов, которые заявились на подключение. Но, к сожалению, в силу нашего дефицита трансформаторной мощности мы это сегодня сделать не можем. Да, сама эта проблема как бы озвучена, стоит, само мероприятие очень дорогостоящее. Вот, подстанция находится в центре Гагры. Вот, и там нужно провести очень серьезные работы по реконструкции и усилению мощности данной подстанции. Вот только после этого мы сможем подключать уже в дальнейшем новых абонентов. А так, по проведенной нами работе, соответствующие, такие же дефициты сложились на 5 подстанциях до этого. Там мы какими-то своими силами смогли решить эти вопросы, усилили мощность, провели там какую-то реконструкцию в рамках наших возможностей. Это, наверное, сегодня единственная подстанция, которая у нас подошла к своему пику в летнее время. Вот, и зимой, естественно, тоже, которая требует срочного решения. Пиковый июль-август. Ожидаются ли какие-то вееры на отключение? Не ожидаются, веера быть не должно в любом случае. Единственное, если это не будет обусловлено вот той ситуацией, которую я до этого вам озвучил.
Одна из главных проблем вашего ведомства – это низкая собираемость платежей. Вот после того, как были введены новые тарифы в этом году, да, уже повышение поэтапное за потребление электроэнергии, как это отразилось на собираемости? После повышения тарифа всегда идет месяц или два привыкания абонентов к новым тарифам, к новым ценам. Вот. Но тем не менее у нас ежемесячно идет увеличение собираемости. Значит, применяется у нас по системе новых приборов учета отключение ежедневно порядка 100, 150, ну, раз и 200 абонентов мы обеспечиваем за долги. Это дистанционно, точечно, что позволяет нам решать вопросы с этими делами. Люди приходят, оплачивают, кто не всю сумму сразу, но тем не менее, если какие-то тяжелые ситуации, мы идем навстречу и составляем график погашения задолженности. Вот в таком темпе мы работаем. Сама на сегодняшний день у нас таких приборов учета по городу, по республике, вернее, установлено 28 555 приборов учета, что, в принципе, составляет где-то 30% сегодня абонентской базы. Значит, профинансировано было правительством, мы получили буквально 20 миллионов на приобретение первой партии приборов учета в этом году. Вот, на эти выходные первая партия должна прийти, со следующей недели мы приступаем к активной фазе по установке этих приборов учета. До этого времени мы провели много работ по подготовке сетей для этой работы в разных районах. Это Кулреп, Чачамчира, Гагра, не знаю, Творчал. Вот. И я думаю, что это суммарно нам даст еще эффект по снижению потребления в Абхазии. То есть после установки приборов учета дисциплина сразу меняется? Улучшается, потому что появляются рычаги влияния, там нет уже коллективной ответственности, индивидуальной ответственности за долги. Вот. Ну, естественно, уже и нам проще, и абоненту проще. Для того, чтобы упорядочить систему сбыта, привести ее в соответствие, чтобы была четкая, яркая, ясная картина, для формирования правильных отчетов, для понимания вообще всей ситуации, мы практически 1,5-2 года работали над созданием биллинговой программы. Вот. Она создана. Вот. Первое внедрение мы провели в Сухумском районе. Показала она себя очень хорошо, достойно. Вот. Приезжала техническая комиссия из Российской Федерации, ознакомилась с программным продуктом, дали очень хорошую оценку. Вот. Сейчас идет внедрение в городе Сухум. Планируем до конца месяца, может быть, до 15 числа следующего месяца. Город Сухум тоже у нас будет закрыт, верифицирован. И перейдет вся абонентская база в новую программу. Потом на очереди стоят у нас Гагра, Гудаута, Чамчира и остальные регионы тоже. Значит, при благоприятно сложившейся ситуации до конца года мы планируем, что мы сможем перейти на эту новую программу. Немного расскажите про эту программу, потому что не все могут знать, что это. Эта программа следующая, с очень хорошей расчетной моделью, в которой заложены все периоды, все тарифы, нормативы, показания, которая делает расчеты, исключает абсолютно человеческий фактор, даст возможность оплачивать за электроэнергию с любого платежного устройства. Это будет, не знаю, там кошельки разные, карты, вот эти вещи. Вот. И абонентам это тоже будет намного легче. Если, допустим, раньше приходил контролер, списывал показания, формировал там финансовую часть, сегодня все это будет делать программа. Контролер будет привозить нашему абоненту готовый сформированный счет, по которому ему надо будет оплачивать. Значит, максимально человеческий фактор мы стараемся исключить, чтобы не было ошибок, не знаю, там, всего остального. Вот. Но это дает свой эффект. Практика следующая. Куда мы заходим на подстанцию с установкой прибора учета, замеряем изначальную нагрузку. После
окончании работ обычно там нагрузка падает процентов 30-35, даже 40 в некоторых местах. Потому что люди, понимая, что за каждый потраченный киловатт необходимо будет платить, они просто реально начинают экономить. Вот. Ну, это один из важнейших рычагов для того, чтобы была платежная дисциплина создана у нас в республике, потому что без платежной дисциплины дальнейшие, при том, что иной раз нам, вы сами в курсе, да, какие суммы нам приходится оплачивать за переток. В среднем киловатт-час у нас получается 4,5 рубля из Российской Федерации. А мы его вот реализовывали там в прошлом году по руб 40, допустим, и руб 80. Тут никакая ни экономика не выдержит, ни предприятие не выдержит, я не знаю. Это просто тупик будет. И потому очень важно создать наладить эту платежную дисциплину. Вот, для того, чтобы мы смогли саккумулировать какие-то средства, для того, чтобы обеспечить обратно же электроэнергией республику, ну, в кризисный к концу года. Вот, и эта работа продолжается у нас. Сейчас те мероприятия, которые мы до сегодняшнего дня сделали, там восстановительные, там, подготовка к зиме, третий. Сейчас мы должны переходить уже на накопительный режим работы. Какой тариф должен быть привлекателен для инвестора, чтобы он, в частности, развивал, допустим, малую энергетику или же зеленую энергетику, сейчас вот модно об этом говорить. Какой для них может быть тариф? И это же тоже будет подспорье для страны. Я вам скажу, как это, допустим, осуществляется в России. В России, когда инвестор вкладывается в энергетику, в гидроэнергетику, допустим, да, он предоставляет расчеты, и они ему дают тот тариф, чтобы он там в течение от 5 до 7 лет свои затраты мог вернуть. Тем самым они стимулируют развитие этой энергетики. На сегодняшний день у нас рядом нет такого тарифа, который мог бы сегодня простимулировать таким же образом инвесторов. Вот. Ну, наш тариф сегодня точно не привлекателен. Значит, с нашей платежной дисциплиной, с нашим тарифом сегодняшним, мы как рынок для инвестора, я думаю, пока во всяком случае не привлекательны. Как вы относитесь к развитию солнечной энергетики? Я хорошо отношусь. Она должна развиваться, она должна быть. Крупные объекты туризма уже начали думать, как перейти, допустим, хотя бы там горячую воду перевести на теплообменники, на солнечные дела, для того, чтобы сэкономить на этом. Это получается вкупе, ну, дорого, да? Допустим, если у тех же объектов, которые там в той же России находятся, у них есть альтернатива, газ, там еще что-то, то при таком удельном весе потребления электроэнергии у них складываются существенные финансовые затраты. И люди просто начинают думать. Это становится выгодно. Да, снимая нагрузку с наших сетей, естественно, они дают тоже нам возможность эту электроэнергию перераспределить и подать людям уже, которые нуждаются в этом. А потом же это еще и автономия, да, от общей сети. Ну да, это и независимость, так скажем, от сетей наших. Да, человек, он будет гарантированно знать, что у него там та же самая горячая вода всегда будет у его клиентов. Каждым годом рост потребления увеличивается, в том числе и потому, что много туробъектов появляется каждый год. Помимо государственной программы, да, финансируемой из Министерства финансов, да, правительства, мы параллельно ведем свою программу по установке вот этих интеллектуальных приборов учета на все коммерческие организации в Абхазии. На сегодняшний день нами установлено ориентировочно около 4000 приборов учета. Эти приборы учета сами по себе, да, они не дешевые, сами узлы учета сложные, дорогие, но тем не менее это дал нам хороший эффект
на сегодняшний день, и эту работу мы не останавливаем ни на один день. Приборы учета, что мы ставим на коммерцию, это все идет за счет Черноморэнерго, за наши собственные средства. И работы по установке этих приборов учета, и дополнительные комплектующие, для того, чтобы взять под контроль потребление юридических лиц, коммерческого направления. Вот, обвязывая все учетом, у нас работают две группы, довольно-таки серьезные ребята, обеспечены транспортом, необходимым всем инвентарем, инструментами, комплектующими. Вот, планируем эту работу, и ребята выезжают, устанавливают эти приборы учета. На сегодняшний день где-то 80% точно могу сказать, что коммерция у нас под новым учетом. Это обратно же, когда его потребление автоматически приходит к нам на головной сервер, программа автоматически производит начисления, и готовый счет уже предоставляется абоненту. Обратно исключается человеческий фактор. Какая сумма выделена из госбюджета на 2025 год на Черноморэнерго, и на что вообще этой суммы вам хватает? Предусмотрена сумма 200 миллионов рублей. Значит, 100 миллионов на приобретение прибора учета и 100 миллионов на предподготовку для установки этих приборов учета. Значит, что такое предподготовка? Значит, когда приходим на подстанцию, зачастую там все сопутствующие, отходящие от подстанции, и само ТП, и опоры, и линии в ветхом состоянии. Нам приходится проводить работу по замене, по улучшению, по приведению в порядок. Вот. Но на сегодняшний день 20 миллионов мы получили от Министерства финансов. Вот. Сейчас формируем заявки, думаю, что и остальное финансирование тоже будет. Майнеры криптовалют – основные источники дефицита электроэнергии. Я помню даже в зимний период, когда население замерзало, население называло их чуть ли не врагами народа. В летний период почему-то эта тема вот как-то стихает. Не так активно идет борьба с майнингом, или майнить перестали? Что происходит? Нет, майнить не перестали, но стали значительно меньше. Мы это видим по нашему потреблению сегодняшнему. Вот. Сегодня республика в среднем потребляет порядка 4,5 миллионов киловатт-часов. В прошлом году это было на этот же период 5,200, 5,300 доходило. Вот. Но это тоже результат и борьбы с майнингом, и установка прибора учета. Вот. Майнинг, как всем известно, сегодня у нас он бытовой. Это дома, квартиры, сараи, подвалы, заброшки. И с этим приходится работать. Поступает информация с разных этих. Мы этой информацией потом делимся с силовыми нашими органами. Они выезжают, делают проверки. Иной раз ложные вызовы бывают. Там стоит какое-то оборудование, которое имеет шум. А бывает и выявляют тоже майнинг. Уточните, пожалуйста, у силовых структур есть возможность без санкций заходить в дома и проверять на наличие? Смотрите, в сопровождении участкового, да, если я, насколько знаю, это лучше у силовых структур спросить вас. Эта зима была очень тяжелая в плане отключения электроэнергии. Даже говорили не график отключения, а график включения. Да, он был жесточайший. Населению приходилось приобретать бензиновые генераторы, чтобы как-то выходить из ситуации. Шел разговор о том, чтобы режим ЧС применять. Ну, в принципе, в этом режиме мы и жили. В этом режиме мы и жили. Просто в прошлом году сложилась такая ситуация и с уровнем воды. Потом было очень засушливое конец лета и вся осень, и вся зима. Аномально не было никаких дождей. Все против нас. Все так сложилось, что вот привело вот к такому коллапсу. Это несмотря на то, что по сравнению с потреблением Абхазии в 2022 году у нас была цифра практически 3 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году мы вышли на потребление ориентировочно где-то 2,5 миллиарда киловатт-часов. Значит, за эти года мы смогли вот на эти 500 миллионов снизить потребление по республике, но тем не менее все равно мы попали вот в такую
ситуация. Что делается для того, чтобы мы этой зимой опять не попали в такую ситуацию? Разные варианты рассматриваются. Сегодня, еще раз говорю, мы сейчас переходим уже на накопление финансовой части для приобретения перетока к зиме ближе. Вот, рассматривается такой вариант, чтобы это сделать немного пораньше, где-то сентября месяца, для того, чтобы сохранить уровень воды на плотине, а потом в дальнейшем к концу года как бы сработать ее. Вот. Ну, я думаю, мы прогнозируем в этом году, в средний такой прогноз, если сейчас не сильно оптимистический, не сильно такой, где-то 150 миллионов к концу года у нас сложится по дефициту. Вот, а там уже все будет зависеть от погоды, как она будет складываться, это плюс-минус. Ну вот синоптики прогнозируют, что это лето будет тоже засушливым. Ну, если будет засушливый, значит, он будет засушливый. Вы много лет в энергосистеме работаете, знаете систему очень хорошо. Какие-то ваши предложения, может быть, по выходу из энергетического кризиса? Не знаю, может быть, дорожная карта какая-то? Только платежная дисциплина, только экономия электроэнергии сегодня в нашей ситуации даст нам прожить зиму безбедно, так, с электричеством. Потому что сегодня наша Абхазия целиком с населением, там 250-300 тысяч населения, потребляет электроэнергию как город с населением 1,5–2 миллиона человек. Вот такое соотношение. Не знаю, в любом случае, львиная часть, конечно, уходит у нас зимой на обогрев домов, помещений, я не знаю. Это когда-то в перспективе, если решится вопрос с газом, если этот газ будет дешевле, чем электроэнергия, то в том случае заработает этот механизм экономически. Если он будет дороже, чем электроэнергия, этот механизм не заработает. В общем, там очень много составляющих. Это все очень затратно, да, по деньгам вообще все вот эти проекты, о чем я сейчас говорил, газ, разводка, завести, сделать. Ну и себестоимость тоже будет, естественно, там существенно выше. Не знаю, думаю, придет время, когда этот вопрос тоже будет решаться. На сегодняшний день мы должны экономить, потому что бесцельно горящие днем лампочки, прожектора, отопление включенное, да, проветриваемые, окна открыты, котлы включены. Ну, это просто безалаберное отношение. Я все время делаю сравнение, да, все мы видим, как иной раз во дворе у людей кран открыт, и вода бесконечно течет. Она течет, потому что он за нее не платит. Точно такое же отношение к электроэнергии. Пока это для человека бесплатно, подсознательно, интуитивно, никогда он ничего не отключит, не снимет нагрузку, не сделает. Вот, потому нужен учет, и это первоочередная задача у нас. Сегодня по-хорошему с нашими запросами Абхазия не должна потреблять больше 2 миллиардов киловатт-часов в год. Эти 500 миллионов, которые сверху, да, мы сегодня потребляем, это все наша халатность. Практика показывает, что одними увещеваниями не обойтись, только штрафные санкции. Не штрафные, просто дисциплина. Часто встают вопросы, там, слабосоциальные там, слои, незащищенные слои населения. Выдержат тариф, не выдержат тариф. Значит, ну, для этого у нас есть Министерство по социальному обеспечению, которая должна провести, я так считаю, обследование, выявить, сформировать в эти группы социально незащищенных или слабо защищенных, определить для них соответствующие льготы. И эти льготы должны компенсироваться уже отрасли самой. Льготы устанавливаются не нами. Мы работаем в рамках регламента, где там прописано, кто, кому, какие льготы и в каком соотношении установлены. Но также прописано в законе, что эти льготы должны быть компенсированы предприятию. И на протяжении всех этих лет эти льготы все идут за наш счет.
Бременем ложатся на Да, Черноморэнерго. естественно, бременем ложатся на нас. И, это не только в отношении Черноморэнерго, это в отношении любой отрасли. Такой подход, я считаю, неправильным, потому что если государство предоставило льготы тому или иному группе людей, то эти льготы должны быть компенсированы. Тогда начнет правильно работать экономическая модель. Много было разговоров по теме транзита электроэнергии по линии Кавкасиони из России в Грузию, из Грузии в Россию. Есть ли этот транзит, и если да, что-либо Абхазия получает за этот транзит, чтобы вы прояснили ситуацию? Давайте для прояснения ситуации. Никогда Абхазия за транзит электроэнергии по линии Кавкасиони не получала. Абхазия в свое время, до 2014 года, если я не ошибаюсь, получала деньги за эксплуатацию и обслуживание этого участка линии. Самих транзитных отношений между Грузией и Абхазией у нас сегодня, если они подпишут с нами такой договор, мы его с удовольствием подпишем. Вы знаете, в каких рамках мы находимся. Вот. Для того, чтобы сегодня иметь компетенции соответствующих людей, специалистов по обслуживанию этих линий, это надо иметь очень хорошо организованную, высококвалифицированную службу. Такая служба была создана при Резо Платоновиче Зантаре. Вот. Тогда он мог это делать. На сегодняшний день, когда в народе говорят о транзите, договор о транзите подписывается между двумя государствами. Подпишет Грузия с нами договор или нет? Вопрос тоже. Вот. Балансовое разделение между российской стороной и Республикой Грузия у нас получается на границе, там, на Северном Кавказе. Значит, мы обращались с этим вопросом к российской стороне. Они говорят, вот здесь заканчивается зона нашей ответственности, об остальном говорить уже с грузинской стороны. А технически кто обслуживает эту линию? Они обслуживают. Российская сторона? Всю линию? Всю линию, да. Свою часть обслуживает российская сторона, это часть грузинской стороны. И последний вопрос, Тимур Иванович. Заработал Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба. Вот мы все наблюдаем, как прилетают и вылетают самолеты. Радостное событие. Как в энергетическом плане аэропорт обеспечен электроэнергией? Насколько бесперебойно там все вот этот механизм работает? В рамках полученных технических условий от Черноморэнерго там прописано провести ряд мероприятий. Это включает и реконструкцию самой подстанции Дранда, да, откуда запитан этот объект. 2 трансформатора усиленной мощности сегодня закуплены, находятся на заводе производителя. Я думаю, дней через 10 будет произведена там остаток оплаты, и они должны прибыть сюда, к нам в Абхазию, будут меняться силовые трансформаторы, и плюс будет меняться остальное дополнительное подстанционное оборудование. Вот. В любом случае, те мероприятия, которые там будут проведены, это в первую очередь усилить надежность и бесперебойность ближайшего населения, людей, которые там запитаны от этой подстанции. Существенно улучшить надежность, потому что практически в 1,5 раза увеличить мощность трансформаторной подстанции и соответствующая замена оборудования, которое сегодня там стоит, там, 60-х, 70-х годов, будет заменено на новое, современное и соответствующее.